смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Безопасность превыше всего. Сосногорским школьникам рассказали о правилах поведения на железной дороге. Народный бюджет. В Сосногорской детской школе искусств отремонтировали концертный зал. Благородный спорт. Конноспортивный центр «Фортуна» завершил летний сезон. На минувшей неделе состоялось очередное заседание районного совета. На повестке более десятка вопросов, среди которых изменения в бюджет, а также прогнозный план приватизации муниципального имущества. Началось заседание с приятной церемонии награждения. За вклад в мероприятие по ликвидации последствий транспортного происшествия в районе станции Керки благодарственным письмом главы Республики Коми были награждены сотрудники РЖД и автотранспортных предприятий. Кроме того, за участие в смотре-конкурсе на лучшие условия охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории района, дипломом за первое место награждена школа номер 2. За второе место – Межпоселенческий культурный центр. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям поощрено за третье место. Затем депутаты перешли к обсуждению основной повестки. Одним из главных вопросов стало внесение изменений в текущий бюджет района. По словам начальника финуправления, в первую очередь изменения затрагивают доходную его часть. В 2019 году доходы и расходы бюджета увеличиваются на 80 миллионов рублей. Дефицит остается на прежнем уровне в размере 46 миллионов. Что касается увеличения доходной части, в данном случае у нас увеличивается прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам в размере 30 миллионов рублей. Это касается прогноза поступления налога на доходы физических лиц в размере 2 миллионов рублей мы планируем дополнительно получить. И уже поступившие иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в размере 28 миллионов. Кроме того, корректируется объем безвозмездной помощи, которую получает муниципалитет из республиканского бюджета. 17 миллионов рублей поступят в виде субсидий на повышение оплаты труда отдельным категориям работников в сфере культуры и дополнительного образования. Почти 2 миллиона мы получим на осуществление полномочий по первичному воинскому учету. Также в бюджет района мы получаем грант в размере 8 миллионов рублей и средства из резервного фонда правительства Республики Коми почти 6 миллионов рублей на ремонт участка зимней автомобильной дороги местного значения Керки-Том и железобетонного моста, которые были повреждены в результате чрезвычайной ситуации. Заслушав доклад, депутаты утвердили поправки единогласно. Еще одним решением в план приватизации муниципального имущества на этот год были внесены 3 объекта. 2 из которых – это бывшие школьные автобусы, срок эксплуатации которых по требованиям закона о перевозке детей истек. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Учащиеся сосногорских школ освоили азы безопасного поведения на железной дороге. Учителями ребят стали работники стальных магистралей. Мальчишки и девчонки не только выслушали познавательные лекции, но и получили возможность поближе познакомиться с железнодорожными профессиями. Учащиеся первой школы побывали в гостях у работников Сосногорской дистанции электроснабжения. Для сотрудников предприятия профилактические беседы для юных горожан уже стали регулярными. О правилах безопасности, которые необходимо соблюдать на железной дороге, специалисты рассказывают школьникам накануне ближайших каникул. Задача мероприятия – рассказать те правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать и не позволять нарушать своим друзьям, родным и близким. Перед путешествием по предприятию ребята прослушали лекцию об опасностях подстерегающих людей на железной дороге. Особое внимание специалисты уделили травмам, которые можно получить от удара электрическим током. Ребята внимательно прослушали информацию, усвоив все основные правила безопасности. Я запомнил почти все, то, что нельзя мешать закрытием дверей, нельзя заходить за линию и нельзя мешать, чтобы люди заходили и выходили с поезда. Самая интересная часть – практическая. В классе технической учебы ребята примерили костюм электрика, осмотрели защитное снаряжение работника железной дороги и даже попробовали сделать массаж сердца манекену Гоше. Гоша,
А кто попробовал, отходите в сторону и, в принципе, дайте своим друзьям тоже попробовать. Осмотрели ребята и электротехническую лабораторию, оборудованную на базе грузового автомобиля ГАЗ-66. Все понятно, я работник. Вот, и также, которые вы уже знаете, да, у испытателей здесь тоже имеются перчатки, да, они рабочие и проверенные. Вам уже Дмитрий Геннадьевич об этом говорил, да, знаете, молодцы. Вот, также здесь у нас есть указатели напряжения. Это еще раз говорит о том, что то, о чем говорил Дмитрий Геннадьевич, оно используется у нас в работе. Экскурсия получилась не только познавательной, но и увлекательной. Ребята не скрывали позитивных эмоций, полученных от знакомства со сложной, но интересной профессией энергетика на железной дороге. Мне понравилась очень сильно машина, где мы были в лаборатории, я в ней побывала, я увидела, как там все устроено, мне очень понравилось, там следят, и я даже попробовала туда залезть. Мне сегодня понравилось, можно сказать, все, потому что это не как скучное, ну просто ты сидишь, смотришь тут детские картинки, это не то, это вообще самое другое. Ну тут интересно, можно сказать так. Тут можно, ну, те, кто хотят пойти на поезда, там, не знаю, работать, могут тут уже научиться, уже вот. А учащиеся второй школы побывали на станции Сосногорск. Как отметили сотрудники предприятия, экскурсия стала заключительным мероприятием большой работы по профилактике травматизма на железной дороге. Проводились собеседования с детьми, показывались обучающие фильмы для детей. Раздаем также аншлаги для того, чтобы дети поняли азы, так сказать, безопасного нахождения на железной дороге не только в период, так сказать, поездок с родителями куда-то в отпуска, но и, тем не менее, еще в период того, что у нас станция Сосногорск находится практически в черте города, что не допускали постороннего вмешательства, вернее, не допускали своего вмешательства в деятельность работы железнодорожного транспорта и не выходили на железнодорожные пути. Лекцию о безопасности на железной дороге ребята прослушали не в классе, а в настоящей автоматрисе, на которой мальчишки и девчонки совершили путешествие от станции Сосногорск до станции Пожня. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На минувшей неделе во всем мире отмечался Международный день музыки. Присоединились к празднику и воспитанники Сосногорской детской школы искусств. Юные музыканты выступили в обновленном концертном зале, ремонт в котором был сделан благодаря республиканской программе «Народный бюджет». Ремонт концертного зала детской школы искусств является одним из 8 народных проектов, которые были реализованы в Сосногорском районе в этом году. Напомним, программа «Народный бюджет» действует в Республике Коми с 2016 года, а ее инициатором выступил глава региона Сергей Гапликов. В помещении, где регулярно проводятся концерты, была произведена замена окон и дверей, покраска стен, ремонт и обустройство сцены, установлены ограждения и перилы для маломобильных граждан. Кроме того, были закуплены новые кресла и пошиты шторы. Хочу сказать, что он был реализован благодаря аж 3 источникам финансирования. Это был республиканский бюджет, местный и собственные средства школы. Поэтому сегодня мне бы хотелось выразить огромную признательность всем участникам реализации данного проекта за оперативность и за качественность выполнения работ. Я думаю, что вы, родители, и наши ученики, конечно же, оценили уют, комфорт и красоту данного зала. Не обошлось и без приятной миссии. Лучших учеников наградили памятными дипломами за активное участие в жизни образовательного учреждения. А в преддверии празднования Дня учителя за нелегкий труд поблагодарили педагогов школы искусств. В лице вас и мне бы хотелось поздравить весь преподавательский состав школы, пожелать вам на вашем жизненном пути как можно больше радости и знамений, красоты, гармонии, безусловно, талантливых учеников, ну и, конечно же, испытывать удовлетворение от своей профессии. Спасибо. Сразу 3 повода объединили в этот день как педагогов школы, так и воспитанников и их родителей. И, конечно же, лучшим подарком для всех стали творческие выступления ребят. Новый класс, как Новый год, и опять мечты и песни навсегда берем на борт.
Фортепиано, скрипка, гитары и многие другие инструменты звучали в этот день в унисон с юными голосами учеников. Ведь сама по себе музыка – это поистине чудодейственное средство, способное управлять человеческими эмоциями. При помощи музыки можно справиться с болью и тоской, обрести радость и почувствовать себя счастливым. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Конно-спортивный центр «Фортуна» завершил летний спортивный сезон. Переходу на зимнее время, а именно так называлось итоговое мероприятие, специалисты и воспитанники центра посвятили соревнования по конкуру, участниками которых стали не только сосногорцы, но и гости из Ухты. Андрей Калиничев продолжит. Для любителей конного спорта лето во всех смыслах горячая пора. Именно в это время года наездники проводят большинство соревнований, оттачивая как свое мастерство, так и своих питомцев. А уже осенью можно подводить итоги сезона. Мы хотим подвести итоги, потому что это вот первый год, да, когда у нас состоялось аж 4 встречи, потому что обычно это было 1-2, в этом году аж 4. Вот. И самые лучшие спортсмены по итогам предыдущих 3 встреч сегодня будут сражаться и показывать, на что они способны, к чему они пришли за этот год. Гостями сосногорских спортсменов стали их коллеги из Ухтинского конно-спортивного центра «Планета». Это не первая встреча соседей, и каждая из них дает положительные результаты, говорят специалисты. Это в первую очередь опыт для детей, для нас. Сразу видны ошибки, те, которые не видно на тренировках. Все выявляется на стартах. Участники соревнований преодолели 2 маршрута. Они различались высотой препятствий, которые необходимо было покорить питомцам конноспортивных центров. Товарищеская встреча завершилась абсолютной победой сосногорских спортсменов. Именно воспитанники «Фортуны» заняли все первые места турнирной таблицы. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. На неделе климатические условия в нашем регионе будет определять очередной циклон. Под его влиянием ожидается облачная погода и небольшие умеренные осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в ночные часы устойчиво прогнозируется в пределах -3 +3 градусов. А вот дневная температура в течение недели будет понижаться. Во вторник и среду ожидается до 5-8 градусов тепла. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.